Всем привет! Вот и наступил второй месяц осени. Надеемся, что ваши закрома полны и вы готовы к зиме. А что касается нас, то мы, в свою очередь, готовы рассказать и показать вам кое-что интересное. Поехали! С песней по жизни знакомьтесь, хор «Авиарябинушка». Праздник продолжается. В Сыктывкаре снова начнутся Дни культуры районов. Единственное издание для молодежи на коми-языке. Журнал «Йолога» отмечает юбилей. Для начала давайте заглянем в календарь народных примет. Если гуси или журавли не торопятся покидать родные места, то стужа еще долго не наступит, а зима будет короткой и мягкой. Какая погода в этот день, такая же будет и 1 апреля следующего года. Если к этому сроку береза не потеряла своих листьев, значит снег ляжет довольно поздно. Сегодня Международный день пожилых людей. Надо сказать, что люди золотого возраста довольно часто не сидят дома после выхода на пенсию, а продолжают активно участвовать в разных коллективах, обществах и, в конце концов, усердно трудятся на своих приусадебных участках. Сегодня познакомимся с одним талантливым коллективом. Встречайте, «Авиарябинушка». Синие, как небо, форма и блестящие ордена. Участники хора все из разных сфер – образования, науки, торговли, но есть и те, которые о высоте птичьего полета знают не понаслышке. Здесь работники аэрофлота, на заслуженном отдыхе командиры авиатехники, бортмеханики и бортпроводники, штурманы, пилоты-вертолетчики и красавицы-бортпроводницы и авиадиспетчеры. Они занимаются патриотическим воспитанием, то есть они востребованы сегодня в школах, даже в детских садах, в реабилитационных центрах. А уже про концертную деятельность это можно говорить бесконечно. У истоков создания коллектива стояла заместитель председателя городского общества инвалидов Нина Томова. Тогда, 22 года назад, он был назван «Рябинушка», и пели в нем только женщины. Репертуар расширялся, когда к хору присоединились мужчины, орлы, ветераны гражданской авиации. Вот тогда-то и решили к названию хора добавить летную составляющую. И мы уже встречаемся как хорошо знакомые люди, понимаете? Как будто наша большая семья. Да. И без хора, конечно, мы бы не знаю как. Как Варя всегда говорит, если хоры петь я не буду, я, наверное, жить не буду. Я и говорю, я без песен жить не могу, честное слово. В общем, знаете, продолжаем петь, и, конечно, мы не думаем бросать. Сейчас всю эту семейную атмосферу поддерживает руководитель «Авиарябинушки», профессиональный хормейстер Татьяна Колосова. Я, когда приношу им новые произведения, некоторые получаются, некоторые не получаются, мы оставляем. Но они очень ждут нашей репетиции, что-то новое узнать, по партиям разучить, слова повторить. Скажете, самодеятельность? Да, они гордятся этим, ведь поют по зову души. А некоторым уже, между прочим, 85. Знакомьтесь, это Станислав Кузьмич. Именно ему было поручено собрать вокальную группу из летчиков. Некоторые и по сей день поют. Я штурман авиации. Штурман, я освоил 9 типов самолетов и 5 типов вертолетов. Я налетал 17 600 часов. Это более 2 лет я прожил в небесах. Более 2 лет. На 59-м году я ушел только с летной работы. Авиадиспетчер, а теперь уже староста хора Любовь Леонидовна слабины не дает. Говорит, и на пенсии нельзя сбавлять обороты. Я как староста хора, мне звонят: ой, у меня сегодня голова болит. Я говорю, у тебя ничего не болит, ты сегодня придешь на репетицию, придешь, я не разрешаю тебе не приходить. Пришла, ничего не болит, веселая ушла. Отскучать действительно некогда. Проектов столько, что не успевают сосчитать. Каждый концерт как взлет в небо. К слову, управлять самолетом легче, чем справляться с волнением, уверяют артисты. На сцене страшнее. Точно. Поджилки трясутся на сцене, уже народу много, когда зал полный. А в небе мы одни, с воздухом. Они живут настоящим, не оглядываются назад, любят и ценят, что у них есть прямо сейчас. Творчество бодрит их дух, а ведь действительно... Главные ребята
В республике после летних каникул продолжится фестиваль «Дни культуры муниципальных образований Коми» в городе Сыктывкаре, приуроченного к столетию региона. Жители и гости столицы уже смогли посмотреть и познакомиться с талантливыми людьми из 15 районов. Кто продолжит эту эстафету, я узнала у Ивана Токмакова, руководителя Центра народного творчества и повышения профессиональной коммуникации. Фестиваль уже длится 2 года. Что за это время успели сделать? Действительно, с 2019 года идет фестиваль Дней культуры муниципальных образований, посвященный столетию Республики Коми. К этому моменту 15 муниципальных образований уже успели представить свои творческие коллективы в Сыктывкаре. Если говорить про завершение, условно, этого предыдущего этапа, то в июне город Сыктывкар здесь, на площадках столицы, показал свои творческие силы. Сейчас осень, после летних каникул. Кто стартует в этом сезоне? Как вы понимаете, остается еще 5 муниципалитетов, и первыми осеннюю серию вот этих дней культур муниципальных образований открывает Усть-Вымский район. Их мероприятия пройдут с 5 по 9 октября. Усть-Вымский район начинает 5 октября с выставки в картинной галерее «Пейзажи Севера». Там эта выставка продлится до 17 октября. И 5 же числа состоится концертная часть открытия Дней культуры Усть-Вымского района в концертном зале Сыктывкар. Еще одно мероприятие 7 октября состоится здесь, в нашем зале Центра народного творчества и повышения квалификации. Это будет литературно-музыкальная композиция. И закрытие, гала-концерт Дней культуры Усть-Вымского района 9 октября в Театре оперы и балета. Кто будет после Усть-Вымского района? В ноябре также гала-концерты и мероприятия Дней культуры муниципальных образований состоятся у Троицко-Печорского и Ударского района. Вот буквально сегодня мы в онлайн-формате общались с Ударским районом, недавно встречались с коллегами из Троицко-Печорского района. В настоящее время ведется такая организационная работа. Когда завершаются Дни культуры муниципальных образований? Дни культуры муниципальных образований завершаются в конце ноября. Это будет Ухта, очень большая серия, насыщенная программа коллективов Ухты. Проекту 2 года. Наверняка слышали отзывы зрителей и самих артистов. Что они говорят? Что для них этот проект значит? Значит очень многое. Буквально на днях мы встречались с коллегами из Ухты, и было приятно слышать, что они благодарны республике, благодарны нам, как оператору фестиваля, за то, что у них есть такая возможность. Потому что это возможность посмотреть друг на друга, возможность мобилизоваться, а значит, это импульс для движения вперед самодеятельного творчества муниципалитетов. Какие еще сюрпризы будут? Будет ли какое-то фееричное завершение всего проекта? Наверное, это, собственно, инсайт сейчас Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми принято решение, что в этом году состоится итоговый гала-концерт, где примут участие все муниципалитеты. Коми-республиканский журнал «Йолага» – единственное издание на коми-языке для молодежи. Цветной журнал формата А4 и объемом 48 полос выходит 1 раз в месяц. В этом году издание отмечает свое 30-летие. В гостях у журналистов побывала Алена Туркина. Для молодежи и о молодежи. С таким девизом в далеком 91-м газетные прилавки покорила газета «Йолага». Тогда она отпочковалась от общественно-политического издания «Ордем» и отправилась покорять моря периодики. Стартовала новая газета с тиража 8 тысяч экземпляров. Впечатляет. Тогда «Йолагу» можно было назвать по-настоящему продвинутым изданием. Трехцветная печать, одна газетная полоса и команда молодых и инициативных.
Большинство журналистов только окончили журфак Ленинградского университета и вернулись на малую родину, чтобы нести слово землякам. Кстати, в первом составе газеты трудилась известная коми-певица Лидия Логинова. Создание «Йологи» пришлось на смутное время. Никто и не скрывает, что в 90-е нужно было всеми способами удержать читателя. Впрочем, эта цель актуальна и сегодня, а тогда в редакции газеты под руководством Валентины Ивановой решили на страницах публиковать бесплатные купоны на книги. Страшный дефицит в те времена. В 1992 году редакция пошла на хитрость. Они привлекли не только комиязычных, но и русскоязычных читателей к газете. Русскоязычные так и не освоили комиязык, но у них была возможность вне очереди получить книги Дюма, в частности, «Королеву Марго». За 30 лет газета сменила 5 редакторов. Вместе с акулами пера менялся и внешний вид издания. Еще бы, каждый новый профессионал дарил газете прогрессивный и современный взгляд на периодику. Мария Игушева, к примеру, пошла дальше всех. С ее помощью газета переоделась в глянец. Журнал дает нам больше возможностей прорабатывать материалы глубже, знакомиться с героями поближе, делать какие-то большие портреты, делать большие материалы, обширные интервью. У нас есть больше возможностей писать о наших финно-угорских других товарищах. Думаю, подростки 2000-х сейчас меня поймут. Помните, как было модно обклеивать плакатами свои комнаты? Увы, до сел и деревень Республики Коми не всегда доходили популярные в то время журналы, потому «Йолога» пошла на такой вот ход. В своих номерах они публиковали известных тогда, ну и, конечно, сейчас Сережа Лазарев тоже известен, артистов и музыкантов. Кстати, в этом году редакция журнала пошла на такой же прием и уже на современных страницах опубликовали известных в Коми артистов. Вот конкретно в этом номере всеми любимый Артемий Барсуков. Сегодня «Йолога» — это 5 журналистов, которые трудятся над ежемесячными выпусками. Это интересные герои и увлекательные статьи. Это громкое заявление о том, что и национальные журналы могут быть стильными. В планах редакции развитие социальных сетей и освоение интернет-площадок. Что ж, в день рождения принято желать исполнения всех мечтаний. Надеемся, что и эти высоты «Йолога» покорит. Мы плавно подошли к середине выпуска, продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Это «Студия 11». Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересное. Поддержать красоту. Правильно ухаживаем за лицом. Современное искусство. В Сыктывкаре появился новый арт-объект. 100 лет назад юные журналисты окунулись в быт комизырян. 1 октября богато на события. Сегодня Международный день музыки. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, которые вошли в сокровищницу мировой культуры. А еще сегодня Всемирный день вегетарианства. Этот ежегодный праздник призван повысить информированность широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения. Ежегодно, начиная с 2002 года, 1 октября в австрийской столице, городе Вене, отмечают День кофе. И это неудивительно, ведь кофе по-венски – это настоящий бренд, популярность которого неоспорима. Лицо, пожалуй, одно из первых, на что мы обращаем внимание при встрече. Его состояние зависит от многих факторов, поэтому уход за ним просто необходим. И вот еще один совет по этому поводу. Если мы говорим про полноценное сохранение и улучшение состояния нашего лица, то в ежедневный уход обязательно включает массаж апоневроза головы. Апоневроз головы или сухожильный шлем находится под волосистой частью головы. И воздействие на эту зону благотворно влияет на состояние нашего лица. Улучшается кровоснабжение, уменьшается отечность, обеспечивается лифтинг-эффект, ускоряется рост волос. Начинайте массаж с поглаживающих движений от лба к затылку. Проходите медленно. Движения должны быть комфортные и расслабляющие. Далее подушечками пальцев мы воздействуем на наш скальп. Легонько надавливаем и вращательными движениями немного его сдвигаем. Следующее движение мы удерживаем
за корни волос, немного их приподнимаем и начинаем медленно сдвигать апоневроз. Заканчивайте массаж также легкими движениями. Массаж выполняется в течение 3-10 минут. Сыктывкар посетил представитель нижегородской группы стрит-арт-художников «Той», участник первой триеннале российского современного искусства Егор Той. Художник встретился с молодым креативным сообществом города, и совместными усилиями они создали новый арт-объект. Пообщалась с необычным гостем моя коллега Алена Туркина. Егор, очень рада вас видеть у нас в республике, пусть и не в полном составе команды. Ну, давайте рассказывайте, зачем вы к нам сюда приехали. Изначально я хотел приехать в республику Коми прошлой зимой. Я хотел добраться до Воркуты, посмотреть северное сияние и как-то посмотреть город в таких диких условиях, когда именно суровая северная зима. Но, к сожалению, я не нашел себе компании. Недавно была в Москве, я встретил как раз Пьера, и нам предложили поехать добраться до Сыктывкара и как-то поучаствовать в программе биеннале. Я знаю то, что вы и стрит-артом занимаетесь, что, собственно, здесь вы продемонстрировали у нас в республике, и еще студийным творчеством. Удается ли удачно это все между собой как-то работать с этим, и с тем жанром, и с тем? Вполне себе, потому что улица есть улица, я выхожу, и когда мне захочется, я рисую. А студийное все-таки помогает как-то жить, и в какие-то тяжелые времена, имеется в виду погодные условия, поработать в студии или сделать какой-то проект, который невозможно сделать на улице. Это совершенно другое. Да? Ну и теперь поговорим о гараже, который расположен за Национальной галереей нашей республики. В моем понимании, я думаю, в понимании обывателей, граффити – это все-таки тот рисунок, который сделан аэрозольными красками. Здесь же, на этом гараже, не совсем аэрозоль. Почему? Расскажите нам. Я обычно использую как раз-таки краску, которая наносится кистями либо валиками, потому что другая фактура, другая заливка и все по-другому. То есть можно придать какой-то жизни больше, чем аэрозольной краской. Но аэрозольной краской я тоже, в принципе, не брезгую. Что касается букв, чтобы дать ровный контур, тогда вполне можно использовать аэрозоль. Ну, на самом деле, какая краска не важно, главное, чтобы результат был. Здесь на гараже написано слово «тойтме». Что оно значит, какой вы смысл вложили в это граффити? Ну, во-первых, я рисую не только живописные работы, а еще и буквы. В каждом слое, который я как раз пытаюсь изобразить, я использую слово «той». Как название команды, такая дань граффити, указывает свой никнейм. Порывшись в коми-словаре, я нашел это слово, и как раз я хотел его использовать на каком-то старом уставшем объекте. Это слово обозначает переутомление. Этот гараж, в принципе, уже достаточно старый и уставший, так что, мне кажется, оно, в принципе, подходит. Конечно, наши студенты не остались в стороне и тоже приняли участие в новой жизни, так скажем, этого объекта. И я думаю, мы это можем показать, и вы нам можете все это объяснить. Егор, рассказывайте. Если честно, я не принимал участие в данной части гаража, но видел то, что все студенты, которые изначально помогали мне с рисунком, перешли сюда, чтобы как-то попытать свое счастье и ввести свою лепту в настенную живопись. Как много времени ушло на создание этого арт-объекта? Ориентировочно 40-50 минут. Я знаю, что вы участник первой российской триеннале современного искусства. Здесь, я думаю, вы успели насладиться работами ваших коллег по цеху в первой биеннале в Республике Коми, первой северной биеннале. Как оцениваете, какие ваши впечатления? Возможно, с некоторыми художниками вы знакомы уже. Конечно. Я на самом деле большой фанат русского севера, не только русского, в принципе, севера. И культур. У меня бабушка сама карелка, и это все финно-угорское и очень сильно связано. И мне было приятно видеть как раз в работах какие-то отголоски северной культуры и вообще все этой движухи. Ну что ж, Егор, спасибо вам большое за беседу. Желаем вам творческих успехов и побольше ярких, или черно-белых арт-объектов. Спасибо. Спасибо. Новый учебный год открыла школа межэтнической журналистики в Сыктывкаре. Ученики совершили свою первую поездку в Каркеросский район. Там они окунулись в традиционный быт коми-зырян и посмотрели, как же выглядит настоящая коми-изба. Мария Дымова подробнее.
Столетняя библиотека в 60 километрах от города Сыктывкара. Название села Пезмик образовано от двух конных слов – «пез» – скверный и «мек» – полукруглый. Знакомство с коми-культурой началось с первых минут. Следуя обрядам, гости пробежали под лошадиной дугой, чтобы быть здоровыми. Прошли по коми красной дорожке, которая помогает исполниться мечтам. А за правильные ответы на загадки и чтение стихов получили местные жвачки – вяленую морковь. И только после ритуала для привлечения счастья березовым веником попали в библиотеку. Это здание было построено в 1920 году. Прабабушка нынешней хозяйки Лидии Якимовны была 14-летней девочкой, и ее семья своими силами строила этот дом. Отца и мужа не было, поэтому им самим приходилось валить лес и таскать его на лошадях. В 1934 году началось раскулачивание зажиточных крестьян. Семью выгнали из дома и сказали, что если они начнут протестовать, то с легкостью могут отправить в ссылку. Если же промолчат, то могут остаться в Пезмиге и начать новую жизнь. Сначала здесь находилась изба-читальня, потом школа, сейчас библиотека. Помимо книг здесь есть уголок-музей. Вы знаете, для чего использовались эти варежки из конского волоса? Вот и мы не угадали. С их помощью коми-мужчины ловили рыбу. Конский волос не пропускает воду, поэтому схватить добычу проще. Я начала здесь работать, я уже 17 лет здесь работаю. Начала в библиотеке работать и думаю, что-то здесь не хватает. И думаю, надо открыть здесь музей. Все-таки старые дома уже начали разрушать, все выкидывать. И я решила все обновить вот здесь. И с силами односельчан вот, с Пезмовскими открыли клуб «Юный краевед». И мы здесь все собрали, вот, что смогли, старые предметы. И хотела оставить вот именно, чтобы этот дом был под музей. Библиотека-музей. И правда, атмосферу здесь удалось сохранить. Где сейчас встретишь библиотеку, которая до сих пор отапливается печью? Доброту почувствовали и гости. С порога их начали угощать. Капуста по-коми, парное молоко, приготовленное в печи, чай с шаньгами. Конечно, мы не забыли отблагодарить гостеприимную хозяйку. Руководитель школы межэтнической журналистики Полина Романова подарила библиотеке сборник произведений коми-авторов и книгу Елены Габовой. Сегодня мы совершили мини-путешествие на 100 лет назад. Попробовали поработать за ткацким станком, поели коми-еду и поиграли в коми-национальные игры. Мария Дымова, Генрих Немчинов, школа межэтнической журналистики специально для студии 11. И на этом пока все. Сегодня также Всемирный день улыбки. Желаем вам новых интересных знакомств, хорошего настроения и бодрости духа. Пока-пока.